Сегодня в нашей программе я расскажу вам о представителе четвертого поколения чеченских писателей, поколения, вышедшего на литературную арену в 70-80-е годы 20-го столетия. Они отличаются от других тем, что многие из молодых так и не успевали ни громко заявить о себе, ни внести какого-нибудь весомого вклада в литературу, ни получить широкого признания людей, хотя и поэтические задатки и природный дар их позволяли надеяться на хорошее литературное будущее. Однако наш сегодняшний герой не остался незамеченным. 24 сентября 2012 года решением наградной комиссии Московской городской организации Союза писателей России и Союза переводчиков он был награжден памятной медалью Грибоедова. Имя нашего героя – поэта Саидбек Дакаев. Член Союза писателей Российской Федерации и Чеченской Республики Саидбек Дакаев родился 9 сентября в 1951 году в селе Сумное Соколовского района Северо-Казахской области, куда были выселены его родители в трагическом 1944 году. Это холодный край был, зима суровая, там всегда стояла, почти всегда. Всего 3 месяца, там весна, то ли не весна, то ли так. Нормальная погода, остальное зима там. Петропавловской области, Северо-Казахстанской ССР, в селе Сумном Соколовского района. Сейчас, в данный момент, на данное время, говорят, в селе, где я родился, где мы жили, при выселке, нету ни одного дома, уже там села нету, ничего нету, говорят. Мать рассказывала мне о каком-то Кавказе, каких-то плодах, которые растут на деревьях, вкусных таких, плодах, райских плодах каких-то. И всегда она была в слезах. Тосковала она по родине, очень тосковала. В 1958 году вся семья Дакаевых вернулась на свою историческую родину – в село Гордали Нажеюртовского района. По словам нашего героя, детство его прошло, как и у всех, в играх с друзьями. Детство как детство, самое прекрасное время жизни детства. Как у других ребятишек, и играли, и ходили, и купались. Но я в детстве был резвым ребенком. Любил драться. Много. Каждый день случалось, что или то у меня рубашка порвалась, или при драках то или другое. Я всегда любил драться с большими, взрослыми детьми, чем я. Не знаю, вот такая была у меня привычка. Там, в своем родном селе, Саидбек Дакаев закончил 8-летнюю школу. Прошло много лет, но писатель с умилением вспоминает свои школьные годы. У нас была преподавательница такая, русская, замужем за чеченцем, Наталья Ивановна Ищенко. Он очень любил меня из-за этой литературы. Всегда любимым учеником был. Я когда литературу я хорошо учил. И она всегда любила меня. Ее нету сейчас. Вскоре главный герой по неким обстоятельствам переехал в город Аргун, где проживает до сих пор. Здесь он и продолжил свое обучение. Получив аттестат зрелости, Саидбек Дакаев поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета на отделение русского и чеченского языка и литературы. Учился он заочно. После 6 лет обучения поэт с успехом закончил вуз.
Свою рабочую деятельность Саидбек Дакаев начал довольно-таки рано, и работал он в разнообразных сферах. Поэт нашел себя и в школе, и на одном из заводов города Аргун, а до самого распада Советского Союза был машинистом теплоагрегатов Аргунского отделения сельхозтехники, преподавателем профессионально-технического училища номер 29, оператором в системе связи, а в 90-е годы XX века работал журналистом на чеченском телевидении. Как видим, жизненный опыт накопил большой. Я не работаю там, где я чувствую свободу. Всегда люблю свободно работать, чтобы мне никто не клевал, там то и другое, никто себя там не вставлял. Вот именно я работал в таких местах, а где вот такое получилось мне место, я сразу уходил оттуда. Не работал там, не любил работать. Ну, всегда, где работал, я там нормально меня встречали. И я с ним в хороших отношениях был. И в школе, и в телевидении, и в училище, когда я работал, и в сельхозтехнике. Все меня знают и уважают, по-моему. Писать стихи Саидбек Дакаев начал еще в школе. Они печатались вначале на страницах Шалинской районной газеты «Знамя коммунизма», позже в республиканской газете «Ленинский путь», альманахе Орга. Да, харя, кугла рётуш, тилка звелла солила, сандих эхетам бот, шдам ахсинца ила. Харам ло ямарт лолюх, шелгонс барген урдила, тернур летти да ует шдам ахсобарзе вила. Даймах хити шот, сунчу амерсалила, летти ахриц дочь, сохнеq карла ила. Большие подборки стихов поэта были опубликованы в коллективных сборниках произведений молодых литераторов Чеченской Республики «По зову молодости» 1976 года выпуска, «Утренние голоса» 1981 года, «Напевы Родины», «Крылатая высь», «У подножия лет». И, наконец, произведения Саидбека Дакаева вошли в фундаментальную антологию чеченской поэзии. Книга вышла в Москве в 2003 году. Первый – это вот слабый сборник, слабые стихи. Потом начинаешь понимать все дальше, как надо писать, как надо подобрать слова, как языком, по смысле работы над языком, как усовершенствовать или язык, или свои стихотворения, или свои произведения. Каждый писатель пишет. Но первое начинающее начало поэзии. В 1981 году вышел первый авторский сборник стихов Саидбека Дакаева «Негасимое пламя сердец», что свидетельствовало о возмужании дара поэта. А в 2005 году вторая книжка стихотворений и поэм «Сердце, натянутые струны» и третья, более объемная «Волны мыслей» в 2011 году. В нее, кроме стихов последних лет, вошли две крупные поэмы «Далекие голоса», «История трагической любви» и «Монологи двух групп» об известных событиях, которые произошли в Чеченской Республике. Заману дагадеш галич неденош куюс. Хехч дагру дюнин керч кежтюс. Некбоз дош ал, мысни дюнин олу. Мысан кирер саузер тахар дол. Уэлну лечдеш заман кирер дахна. Шеқөлі хитті дудағыр білгіл дейнош. Бош, кирер даққан синош дош. Дог ағайлық, дүйілш, барғыш ғинош. Тоса хан ятч, адам датин чхена. Қолын сан ойл заман гали чқерт. Сучох дуберілі, дитнер ас дуқалтия. Духар чамкет безам сучуртест. Главными темами всего творчества Саидбека Дакаева были и остаются Родина, ее природа, чистая любовь. А главными героями – рабочие люди, созидатели своих богатств отчего края, современники автора, люди, которых он хорошо знает и среди которых живет.
Об этом говорят и названия многих его творений. Особенно это раскрывается в стихотворении «Я горжусь» в переводе Адиза Кусаева. Мне мила, Чечня, твоя природа, дороги твои сыны и творцы. Тем горжусь я, что отсюда родом все мои деды и отцы были нашей колыбелью горы, мудрые, как твой народ, Чечня. Тем горжусь, что в радости и в горе сыном называешь ты меня. И пусть не всегда стихи Саидбека Дакаева поражают нас броскими, мудренными образами, но все они выношены автором, очень искренни и естественны, близки и понятны каждому человеку. И еще. Все стихи поэта написаны на хорошем, чистом и ясном чеченском языке. В каждой строке их пульсирует жизнь, бьется кровь из сердца автора. Никто на русском языке, кроме русских, лучше русских не напишет. Это мой родной язык, во-первых. Я чеченец, родился чеченцем и умру чеченцем, поэтому я пишу и буду писать на чеченском языке. Поколение поэтов Саидбека Дакаева по независящим от них причинам не успело сделать и малой доли того, что могло бы сделать для чеченской литературы. Но в нас живет надежда, что они заговорят еще в полный голос и порадуют читателей яркими стихами, рассказами, поэмами, повестями. Ведь должна же в конце концов восторжествовать справедливость. Это необходимо и потому, что, как написал Николай Михайлович Карамзин, хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно раскрыться учение и созреть в постоянных упражнениях. Автору надо иметь не только, собственно, так называемое дарование, то есть какую-то особенную деятельность душевных способностей, но он должен знать многие исторические сведения, должен преобладать ум, образованная логика, тонкий вкус и знание света.